Считанные секунды свободного полета, и купол парашюта раскрывается. Теперь главная задача – точно приземлиться на заданную территорию. Пожарные отрабатывают навыки переброски сил к месту лесного пожара. На полигоне установлен специальный ветроуказатель. По нему определяют направление и скорость движения воздуха. Это ключевые показатели, основываясь на которых выбирают точку сброса парашютистов. Тренировки идут интенсивно. Каждый день самолет совершает по нескольку вылетов. В послужном списке Егора Дьяконова уже 85 прыжков. Этот первый в сезоне. Опытный парашютист признается, после долгой зимы немного волновался. Все равно же забываешь, что как управлять. Условия учений максимально приближены к реальным. Отличие лишь в том, что нет огня. Особое внимание уделяется безопасности самих пожарных. Здесь положительно сказывается погода, говорят эксперты. Нынче весна ранняя, и уже бугры земляные появились. И вот хорошо снег выпал. Сейчас снега много, и, как говорится, мягче приземляться людям. И, значит, и травматизм, по идее, это уже сводится, как говорится, это к менее безопасному. Между полетами огнеборцы раз за разом укладывают парашюты. Говорят, в этом деле не бывает мелочей. Умения отрабатывают до автоматизма. Необходимо правильно сложить купол, затем стропы и уложить в рюкзак. После снова в самолет. Все зависит от тебя, от самого себя. Зависит, как укладывать. И головой думать надо. Такие учения проводятся ежегодно. В них принимают участие все филиалы авиалесоохраны. Сейчас подготовку проходят пожарные Якутска и близлежащих районов. Высокая степень готовности сохраняется независимо от сводок метеорологов. Прогнозы самые разные. Некоторые говорят, что лето будет довольно дождливой, влажной, но время покажет. Но в основном, конечно, прогнозы не всегда сбываются, но я думаю, что в окрестностях города, в густонаселенных районах, это Намский, Ухелданский, Хангаласский район, пожары все равно будут. Оттачивать свое мастерство в Якутске парашютисты-пожарные будут в течение 3 дней, после чего разъедутся и продолжат нести службу на своих территориях. Впрочем, оставаясь готовыми к вылету в любую точку региона. Дмитрий Макаров, Роберт Набиев, Вести, Якутск.